Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. И сегодня такая тема очень интересная, и она многим нужна. Стоит ли разводиться с мужем, и найдете ли вы другого мужчину потом? Или, может быть, стоит сначала найти, потом разводиться, или стоит сразу разводиться, потом искать, или не стоит разводиться с мужем. Давайте посмотрим. Вот у нас будет гадание на Фонтан Таро. У нас будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Первая карта покажет ваши отношения с мужем на данный момент. Ну и дальше уже будем смотреть, стоит ли с ним разводиться, найдете ли вы кого-то другого вместо этого человека. Стоит ли разводиться с мужем и найдете ли вы потом кого-нибудь другого. Будет ли другой человек в жизни. Итак, значит, наши сердечки, да. Первая позиция, вторая позиция и третья позиция. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Стоит ли вам разводиться с мужем, найдете ли вы кого-то еще. Значит, первая позиция. И первая карта – это ваши отношения сейчас. Уже какие, да, 9 мечей. Ну, очень тяжелые отношения. Кошмарите вы друг друга, да. Но как будто бы в отношениях действительно много эмоциональных затыков, страхов, негатива, тяжелых эмоций. Как будто бы отношения дают очень нервное состояние. Буквально вызвали, может быть, тревожное состояние, невроз. Если вы не узнаете свои отношения, вам в другую позицию, потому что в этой позиции что-то явно очень тяжелое в отношениях, что-то явно не так. То есть отношения доводят до точки практически невозврата в свою нормальную психику. Это очень сильно бьющие по нервам отношения и по подсознанию, потому что это травмирующие отношения. Возможно, человек делает что-то очень плохое в вашу сторону, и так продолжаться, ну, в принципе, не может, сразу по первой карте скажу. Потому что если отношения в 9 мечей, если отношения, где постоянно нагнетается негатив, да, и тяжелая такая давящая ситуация, то найдете вы себе мужчину, не найдете. Сразу по первой карте могу сказать, что невозможно оставаться в таких отношениях. Ну, невозможно. Давайте посмотрим раскладку по вашим отношениям. Что он чувствует к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает и чем дело кончится. Видите как? Видите как? То есть на чувствах у этого человека, как у вашего мужа, к вам императрица, но на мыслях рыцарь мечей, а на намерениях 6 мечей. Скорее всего, этот человек по-своему считает, да, вот моя жена, я ее вот типа как бы люблю, ну или присваиваю, да. Но на мыслях рыцарь мечей, агрессор, он о вас типа все свои выводы сделал. Это какой-то либо тяжелый человек в плане вот постоянных обвинений, постоянных вот таких скрупулезных замечаний, либо это драчун, самый настоящий ужасный человек, который может еще и руки распускать. Или вот делает что-то очень плохое, прям агрессивное в вашу сторону. И причем он хотел бы выйти из кризиса этих отношений. Мол, много мы ругаемся, да? Много мы ругаемся. Но вот я считаю, это моя любовь, это моя семья. То есть этот человек от вас не отказывается. У вас на чувствах 4 жезлов. На мыслях повешенный, на намерениях паж мечей. Карты показывают, что вы зависли в этой ситуации. Это стабильные, как вам кажется, одинаково продолжающиеся с одним и тем же сценарием отношения. Я бы не сказала, что у вас совсем нет к нему чувств, но вы понимаете, что так, как сейчас есть, нельзя, что все вот так вот тяжело, да, на вас давят вот эти обстоятельства. И паж мечей на намерениях показывает, что вы хотели бы как-то навести справки, как-то вот получше узнать ситуацию и все-таки что-то делать.
Вот. Двойка мечей между вами показывает, что иногда бывают временные какие-то затишья, но когда вы на что-то закрываете глаза. Десятка мечей по итогу говорит, что вы все равно расстанетесь, потому что отношения завершатся на основе того, что, скорее всего, вы живете с агрессором и тираном. Хорошо, давайте посмотрим, найдете ли вы другого человека себе для жизни в будущем. Потому что сейчас вы под воздействием тирана. Сейчас вы под воздействием очень тяжелого человека живете. И так жить дальше нельзя. То есть решаться на развод придется. Вот давайте посмотрим, решитесь ли вы на развод. Восьмерка кубков, девятка мечей, семерка мечей. Это вот только сбегать, убегать придется. Конечно, очень хочется встать и уйти просто, да, но очень большой страх. Страх сильно нагоняете в отношениях. И только тайно уходить, только сбегать. Только сбегать с этих отношений. Будет ли другой мужчина? Будет ли другой мужчина? Давайте смотреть. Четверка пентаклей, пятерка кубков. Карта фонтан показывает, что у вас потом долго будет печаль. Тяжелая, как бы такая душевная ситуация. Но и возможности будут, чтобы завершить эти отношения, начать другие. Но потом вот произойдет какое-то чудо. Чудо, то есть вас омывает источник, да? И вот появляется, видите, семерка пентаклей, король мечей и пятерка жезлов. Человек появляется сначала, который подобен, может быть, в чем-то вашему мужу, с которым могут быть конфликты, вам нужно быть осторожней. Вы притягиваете таких людей, агрессоров. Что будет потом? Значит, шут, семерка кубков, девятка кубков. Вам нужно связываться будет с крайне другими людьми, вам лучше будет уехать, сжечь все мосты, потому что там, где вы живете, вы создаете только тяжелые отношения и только те отношения, в которых агрессоры почему-то, тираны какие-то, да. И вам нужно будет пережить кризис переезда, вам нужно уезжать. Кризис переезда, новая, видимо, работа какая-то или что. И вот на новом месте уже будет маг, хороший очень человек, у вас с ним будет по десятке кубков семья, да, по девятке пентаклей человек, кстати, с деньгами, и довольно добрый, хороший, духовно развитый, поэтому там, где вы живете, не вздумайте искать кого-то, вы найдете такого же, вам нужно прям уехать будет, вы уедете, и там уже создадите другие отношения. Вам нужно бежать прямо сейчас от тех отношений, которые вы загадали. Вот прямо сейчас бежать. Собирайтесь тихонечко и убегайте. Если дети есть, детей, естественно, с собой. Ну, ясное дело. Хорошо, идем к позиции номер 2. Стоит ли разводиться с мужем? Найдете ли вы себе другого мужчину? Первая карта показывает ваши отношения с мужем сейчас. Какие? Какие? Звезда. Но это вечные обещания. Знаете, вот когда ты живешь с человеком, он тебе только обещает. Обещает, 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 ничего не делает, но обещают. Постоянно только вас кормят обещаниями. Скорее всего, именно обещания и вот этот звездизм, знаете, такой, когда вот он в центре внимания, вот этот муж, на которого вы должны типа молиться, да, вот, и все. И вот большего-то вам не дается в этих отношениях. Что? Я все время иду за мечтой, но когда я до нее дойду, до нее как до звезды, понимаете? Вам хочется что-то материальное держать в руках, а этого не происходит. Вот такие отношения. Причем отношения, скорее всего, только на платонической связи основаны, а не на каком-то влечении, да. И, может быть, это влечение просто ушло куда-то, охладилось, пропало, я не знаю. Но карта здесь четко указывает, что сейчас отношения вот на основе именно того, что идут одни сплошные только завтра, обещания, завтраки, да, я их называю. То есть вас кормят завтраками. И не видно, получается, ни конца, ни края этим обещаниям и никаких результатов. Никаких результатов. Так, ну давайте посмотрим ваши отношения сейчас, да, вот какие они. Что он чувствует к вам, что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает сейчас и чем дело кончится. Ну, смотрите, что показывают карты, да?
то, что у человека, в принципе, могут быть к вам чувства, но такие довольно прохладные, я бы сказала. На мыслях у него то, что вы хорошая так-то команда, да, вот, в принципе, поддерживаете его, и у вас, в принципе, неплохая семья, но уже на намерениях у него 13-й аркан. То есть этот человек, возможно, и сам хотел бы с вами почему-то, по какой-то причине расстаться. Но видите, двойка жезлов на чувствах, она иногда показывает выбор. То есть, может быть, у человека тоже есть кто-то уже на примете, да, там, и, возможно, человек хотел бы либо между вами все кардинально поменять, ну, это, я вам скажу, наполеоновские планы, если вас давно кормят завтраками, либо уйти, вот. У вас на чувствах солнца, в принципе, хорошо относитесь к этому человеку, и даже им в чем-то восхищаетесь, но на мыслях рыцарь мечей, который показывает, что вы свои выводы о нем уже сделали, вам очень трудно поменять эти выводы. На намерениях 6 жезлов. Вы бы еще хотели за что-то побороться и, может быть, победить трудности, может быть. Потому что между вами 2 мечей, которая показывает как будто бы временное какое-то перемирие. Понимаете? Какие-то вот моменты, когда нужно закрывать, или уже люди закрывают глаза на недостатки в отношениях или на недостатки друг друга. По итогу 4 мечей. Либо все заглохнет, затихнет, и вы не сдвинетесь с мертвой точки этих отношений, либо вы все же расстанетесь, потому что 4 мечей, она может показывать остановку, да? Остановку, то есть, что отношения остановились, что их больше нет. Ну, хорошо. Давайте посмотрим, значит, разведетесь ли вы. Разведетесь ли вы, и будет ли у вас другой человек для жизни. Давайте посмотрим. Разведетесь ли вы в будущем? Вот решитесь ли вы на это? Правосудие, туз кубков и 4 кубков. Пока показывают, развода не видно. Ну, давайте посмотрим. Ну, иногда бывает, вот люди и в отношениях, в браке заводят другие отношения, а потом разводятся, да? Будут ли у вас еще какие-то отношения с другим человеком? 7 кубков, 10 пентаклей, отшельник, повешенный, 7 жезлов, сила. Пока нет. Вы знаете, возможно, вы постараетесь в будущем как-то вот в тех отношениях, которые у вас есть, все-таки что-то поменять. Все-таки пока ситуация, наверное, зависает, а не ведет к разводу, понимаете? Карты показывают здесь то, что какое-то время вы даже можете отдаляться друг от друга в отношениях и чувствовать каждый себя одиночкой, но почему-то по каким-то причинам своим, да, вы не разводитесь с вашим мужем и не находите другого человека. То есть для того, чтобы вам найти другого человека, вам нужно, ну, как-то действовать, да, в жизни. А вот эти действия вы как раз и не предпринимаете. Карты показывают, что вот если вы там начали шевелиться, поменяли там какое-то общество, сообщество, стали бы общаться с людьми, но у вас почему-то этого нет. Вы как-то больше уходите в себя. И поэтому я пока здесь никаких таких перспектив к расставанию почему-то не увидела. Вот. Ну, вот такой ответ по 2 позиции. Третья позиция, голубое сердечко. И первая карта – это ваши отношения с мужем на данный момент. Император. Ну, тут правит мужчина в отношениях. Тут мужчина главный, мужчина, значит, царь и бог. Вот. И под его правилами все живут. То есть, или там вы с детьми, или вы только вы, допустим, да. Ну, или, может быть, там, не знаю, родители еще. То есть карта показывает, что есть главное звено в отношениях, а есть остальные, которые подчиняются этому главному. Есть правила, есть ответственность. Человек, возможно, несет финансовую ответственность в отношениях, если это не ваша ситуация, вам в другую позицию. Здесь четко есть вот такой вот центр, на который все опираются. Мужчина. И какой он мужчина, там тираничный, не тираничный, может, да, действительно давить своими правилами, распорядками дня, какой-то вот ответственностью окружающих, там, да, вот у тебя есть такие-то обязанности, а у тебя вот такие-то, не вздумай их не соблюдать, эти обязанности, да, ты обязан, там, ты вот это выполняешь, и все, и там трава не расти, то есть, понимаете, в этом суть еще вот этой карты, то, что этот человек как бы всех держит в узде, и, соответственно, вроде как все организованы, но могут, да, находиться под гнетом данного вот экземпляра. Хорошо, давайте, значит, посмотрим ваши отношения на сейчас. Значит, что он чувствует к вам?
что вы чувствуете к нему, что он думает о вас, что вы думаете о нем, что он собирается предпринять, что вы собираетесь предпринять, что вас связывает и чем дело кончится. Смотрите, у него на чувствах к вам королева жезлов, и между вами стоит королева кубков. Я уже практически не сомневаюсь, что в отношения лезет еще какая-то женщина. Потому что, ну, тут, во-первых, и герой-то такой у нас популярный, да, за таким даже самым абьюзинским гонятся обычно женщины, потому что он является типа вот таким вот, ну, все равно или брутальным, или там центральным лидером, будь-то бы, да, сначала будь-то бы, но почему бы и нет, создает видимость все-таки какого-то ведущего звена. И, конечно, женщины на таких мужчин падки, вот, поэтому, может быть, кто-то уже есть, кто-то уже в этом человеке заинтересован, вот, но у этого человека и к вам есть, ну, так скажем, повышенные чувства, туз жезлов на мыслях, да, на чувствах королева жезлов, много огня, а император и сам это огонь. Вот. И, соответственно, и к вам неровно дышит, да, ну и кто-то вмешивается, кто-то его пытается заинтересовать, может быть, вот так. На намерениях шут. Шут показывает, что, возможно, хочет организовать что-то веселое. Свозить в путешествие или сделать какой-то нестандартный поступок. Вот. У вас-то на чувствах фонтан, у вас много эмоций к этому человеку, но на мыслях тройка мечей. Вы обижены невероятно на него. Почему-то очень обижены. Обида разъедает, сидит глубоко внутри. Вам очень тяжело с ней справиться. На намерениях шестерка пентаклей, пока вы не собираетесь подавать виду и сильно нагнетать обстановку, а скорее будете находиться типа в ровных отношениях или более-менее стараться их выровнять наоборот. Вот эта королева кубков между вами, это, скорее всего, соперница или какая-то женщина, вот я еще раз говорю, которая является врагом для отношений. Но по итогу стоит десятка пентаклей. Пока ни о каком разводе речи вообще в принципе не идет. В принципе пока не идет речь. Хорошо, а давайте посмотрим в будущем, разведетесь ли вы и будет ли у вас другой человек. Так, разведетесь ли вы в будущем? Пятерка пентаклей, туз пентаклей и рыцарь жезлов. Пока ни о каком разводе речь в будущем тоже не идет. Тоже не идет. То есть вы понимаете, что вы, скорее всего, за чертой бедности оказываетесь, если вы разводитесь. Почему-то так. Давайте посмотрим, будет ли другой мужчина в принципе в будущем. Так. Ну, с кем-то любовь у вас может быть. Рыцарь кубков выпал, да. Сила, да, вот карты показывают, что с кем-то у вас любовь может быть. Общение, любовь и даже, если вы допустите, любовная связь может быть. А там уже сами будете решать, а сможете ли вы уйти именно к этому рыцарю или нет. Потому что карты пока показывают, что вряд ли вы примете это решение. Может быть, ради детей, может быть, еще что-то. Может, ради своего финансового положения. Да, у вас будет мужчина, но я его бы назвала любовником. И вряд ли вы захотите уйти, именно вот жить с этим мужчиной и выйти за него замуж. Скорее всего, данный брак, который у вас есть, даже если это тиран-абьюзер там или еще кто-то, все равно крепкий, все равно как-то укрепляет ваши жизненные позиции. И вряд ли вы вот так просто за 5 минут откажетесь от какого-то своего или социального положения, или положения своих детей, имущественного положения, что угодно вот такое. То есть карты именно так показали. Пишите свое мнение, вот как у вас это совпадает. Ну, вот такой ответ для вас. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк, если понравилось. И до новых встреч.